феврале исполняется 135 лет со дня рождения Георгия Тверитина, нашего земляка, автора лучшего по авторитетным оценкам поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу». Тверитин Георгий Николаевич, журналист, поэт, переводчик, родился 15 февраля 1889 года в Петропавловском уезде в семье священника Николая Александровича Тверитина. Детство Георгия прошло в станице Вознесенская. С 1902 года он учился в Ишимском духовном училище, а затем в Тобольской семинарии. В 1911 году поступил в Бехтеревский мединститут, а затем в Петербургский университет. Каждое лето проводил в родной Вознесенке. В 1913 году во время каникул начал работать над поэтическим переводом поэмы «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу» «Жемчужины казахского фольклора». В совершенстве зная казахский язык, он глубоко почувствовал проникновенный реализм поэмы, прекрасно изложил ее на русском языке. За 2 года создал 2 варианта перевода. Второй вариант был закончен в 1917 году. Тверитинский вариант перевода имел большой успех, превосходящий другие переводы. Это лирическое произведение вошло в Золотой фонд памятников культуры Казахстана. В 1919 году Тверитин добровольцем вступает в Красную армию. После гражданской войны работает в Петрограде. Тяжелая болезнь, туберкулез, подорвала его силы. Он умер в 1922 году. Впервые его перевод поэмы был издан уже после смерти автора, в 1927 году наркомпросом КАС АССР, а потом Казахстанским краевым издательством в 1933 году. Осталось напомнить, что на основе легендарной поэмы Габит Мусрепов написал пьесу. По его сценарию был снят фильм «Поэма о любви». В 1992 году известный казахский режиссер и актер Асанали Ашимов снял кинофильм «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу». А по мотивам степной легенды золотыми нотами выдающимся казахским композитором Муканом Толебаевым написана опера «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу». Степная легенда в настоящее время является для всего народа Казахстана символом любви и преданности.